23 марта исполнилось 7 лет со дня принятия Конституции Чеченской Республики. К этой праздничной дате были приурочены праздничные мероприятия по всей республике. Основные торжества состоялись в Грозном государственном театральном концертном зале. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выступая перед собравшимися, отметил, что за прошедшие со дня принятия Конституции 7 лет республика совершила огромный качественный скачок. Восстановлены все отрасли хозяйства, возрождены города и села, налажена вся соответствующая мирной жизни инфраструктура. Здесь же состоялось награждение отличившихся в мирном строительстве. Более 20 человек получили из рук президента ордена, медали и значки заслуженных работников образования, здравоохранения, строительства. Состоялся также праздничный концерт. В деле придания Грозненскому аэропорту статуса международного поставлена точка. Министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов сообщил, что соответствующий акт подписан Государственной межведомственной комиссией. Акт подписали в Министерстве транспорта и связи. Члены комиссии во главе с заместителем руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Юрием Мальцевым своими подписями после тщательной проверки подтвердили готовность воздушного пункта пропуска через госграницу Российской Федерации. Через месяц у нас будет полный коридор, как положено, полный международный статус, рядовой пункт пропуска через государственную границу рядовой. Для достижения этого соглашения в аэропорту проделана большая работа. Установлено оборудование по последнему слову техники, построены дополнительные взлетно-посадочные полосы, благоустроены все помещения международного терминала. Если сегодня там работают специалисты, приглашенные из-за пределов республики, то скоро в этом не будет необходимости. Готовится резерв кадров. Подготовку сотрудники уже проводят в специальных школах. С апреля месяца жители Чеченской Республики смогут совершить международные полеты, в том числе коммерческие чартерные рейсы в страны Ближнего Востока, Азии и Европы. Тем самым будут созданы благоприятные условия для дальнейшего развития бизнеса, предпринимательской деятельности между Чеченской Республикой и различными государствами. По указанию президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по всей республике объявлен общереспубликанский месячник по очистке и обустройству территории, которые продлятся до 15 апреля. Генеральная уборка улучшит экологическую и санитарную обстановку в республике. Выполняя поручения президента, в Грозном прошли многочисленные субботники. Не остались в стороне и представители республиканских СМИ. Особое внимание в вопросе санитарии нужно уделять местам дислокации прикомандированных военных в республике. По словам президента, именно в таких местах о чистоте окружающей территории говорить не приходится. Также Рамзан Кадыров поручил Магомеду Даудову лично проверить эффективность и деятельность тех или иных ОВД. Между тем, глава республики особо подчеркнул необходимость заняться вопросом блокпостов. По его словам, в них нет никакой необходимости, тем более, что их работа существенной пользы для поддержания безопасности в республике не приносит. Грозный всегда славился красотой своих улиц и проспектов. Он был одним из самых зеленых городов на Северном Кавказе. К 1 мая в нашей столице появится еще более живописный пейзаж. Тем более, что к этому вопросу подходит профессионально. В прошлом году было посажено около 180 тысяч цветов. В этом их будет более 400 тысяч. Разница ощутима, а 1 мая станет наглядно. Масштабное озеленение в первую очередь охватит центральные улицы столицы. В общей сложности будут посажены более 20 тысяч красных тюльпанов. В эти дни проходит конкурс «Золотой сайт Чинета». В конкурсе представлено порядка 100 интернет-ресурсов. Он проходил в 7 номинациях. В числе жюри известные богословы, общественные и политические деятели и журналисты. Отбирая лучших, учитывались прежде всего доступность, приемлемость и объективность информации. Лауреаты получили свои награды. Среди победителей и сайт регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Он получил звание лучшего общественно важного интернет-проекта. Именно на этом сайте размещена информация об общественной деятельности фонда и жизни населения. Выбрать достойного среди лучших было очень сложно. Об этом говорит и решение председателя жюри, министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаила Саралиева. Гран-при конкурса получат сразу 2 лауреата. Победитель номинации «Лучший общественно важный интернет-проект Чинета» сайт регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова.
Если учредители информационного сайта «Каталог Чечня электронная» помогают жителям нашей республики трудоустройством, то войнавский видеопортал «Вайтуб» стал своего рода отдушиной для тех, кто далеко за пределами нашей республики. Конкурс дает не только полную информацию о республиканских интернет-сайтах, но и стимулирует внедрение сетевых технологий во все сферы развития республики. Впрочем, именно эту цель преследовали эти учредители. Конкурс такого рода в республике в этом году прошел впервые, ну а в будущем организаторы обещают проводить его ежегодно. Чеченскую республику посетила правительственная делегация Соединенных Штатов Америки. Это два первых секретаря посольства США в России Лиза Киранс и Дэвид Удон, а также глава Офиса управления Верховного комиссариата по делам беженцев ООН на Северном Кавказе Мэри Джейн Мейердикс-Попович. Основная цель рабочего визита первых лиц посольства США в России – это мониторинг гуманитарных проектов Чеченской республики, которые финансирует правительство США. Делегация посетила равнинные и горные села республики. 2 года назад туда были вложены средства на строительство новых домов и восстановление водоснабжения. Проведено также целевое расходование средств из грантов правительства США на ремонт лечебных учреждений республики. Более того, представители местных властей подтвердили необходимость строительства нового лечебного центра для профилактики туберкулеза в республике. В переговорах обсуждаются также совместные программы профилактики СПИДа в республике и строительство жилья для возвращения на родину семей. В Доме печати они провели переговоры с министром Чеченской республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Представители посольства США пригласили в Вашингтон министра Чеченской республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаила Саралиева. В соответствии с решением Совета глав государств СНГ со 2 февраля по 28 мая проводится эстафета Победы. Она должна пройти вдоль государственных границ этих стран. История этой церемонии имеет более 30-летнюю традицию. Эти встречи с ветеранами войны, воспоминания об однополчанах и минута молчания, память погибшим в борьбе против фашизма. В Чеченской республике эстафета Победы проводится впервые. На границе между Чеченской республикой и Республикой Ингушетии встретились подразделения одной структуры пограничных войск. После Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии эстафета, посвященная празднованию 65-летию победы в Великой Отечественной войне, дошла до Чеченской республики. Ее символ, как и по всей стране, торжественно пройдет по заставам Чеченского пограничного управления. Первым в этом списке стоит отделение Хачарой. Эстафета Победы – это церемония символическая. Все это должно напомнить имена героев Великой Отечественной войны и их подвиги. Показательный пример патриотизма и доблести солдат. По северному и южному маршруту символы Победы будут переданы вдоль границ и встретятся в Москве 28 мая, День погранвойск.